В том, что этими руками жестоко расправился с молодым человеком, он признался, но частично. С чем не согласен сегодня, раскрывать не стал. Тело Владимира Паюла нашла его девушка. Родные не могли дозвониться до него несколько часов. Она вспомнила, что он планировал показать квартиру, которую сдавал возможным покупателям. И поехал туда. Дверь никто не открыл, но на полу лестничной площадки увидела замытую кровь. А когда снимала это видео, увидела, как через глазок за ней кто-то наблюдал. Она убежала звать охрану и одновременно звонила в полицию. Следом за ней из подъезда вышел мужчина и пошел в другую сторону. В квартиру зашли уже вместе с полицейскими. Все было в крови, а на полу лежал Владимир. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ран грудной клетки, рубленных ран лица и шеи. У погибшего, как установили эксперты, было повреждено сердце, печень, разрублен позвоночник, кости лица и поврежден мозг. Подозрения пали на арендатора жилья. Подозреваемого задержали по горячим следам. Сегодня следователь ходатайствовал о заключении Дениса Володина под стражу. Сам обвиняемый просил более мягкой меры пресечения. Уверял, что давить ни на кого не будет. Тем более есть где отбывать домашний арест. В случае, если суд придет к мнению, что избрать вам более мягкое пресечение, вы где будете проживать? На Волгоградской. На Волгоградской? А что там на Волгоградской? Квартира. Это она ваша, чья квартира? Ну, общая. Общая с кем? Квартира семьи. Там никто сейчас не проживает, или спокойно может жить там. Почему не стал съезжать со съемной квартиры, когда собственники еще в минувшем году предупредили о желании ее продать? Он не сказал. В тот день хозяин квартиры еще раз напомнил квартиранту о необходимости съехать. Но сделал это он, по мнению обвиняемого, видимо, недостаточно корректно. В жизни помните, когда была драка, возникли конфликты до этого, взаимоотношения. В итоге суд, приняв во внимание мнение всех сторон, принял решение об аресте обвиняемого в убийстве до 25 марта этого года. Рамиль Галиуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112.